Всем привітання, шановні сябры. Мы знаходзімся ў Мінску на пляцоўцы перад Камароўскім рынкам, дзе праходзіць мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі. Гэты мітынгі не называюцца мітынгамі ў падтрымку Александра Лукашэнкі, яны называюцца за моцную, мірную і гэтак далей Беларусь. Быццам бы мітынгі праціўнікаў Лукашэнкі праходзяць за нейкую іншую Беларусь. Але так ці інакш, блізу 1000, я пацаню так, прыхільнікаў Лукашэнкі зараз знаходзяцца за маёй спінай. Давайте агледзімся крыху. Вось там, напрыклад, падплываюць сцягі камуністычнай партыі. Зараз вы пабачыце іх з-за чырвона-зялёных дзяржаўных сцягоў. Таксама мы назіраем перасоўную станцыю для трансляцыі тэлеканала РТ Russia Today. Вось яны, камуністы з камуністычнай партыі Беларусі хочуць далучыцца да мітынгу за Александра Лукашэнку. Складана ацэніць колькасць людзей, відавочна, таму што ўсе пад парасонамі, хаця вось зараз дождж не ідзе, хаця парасонамі не ёсць у руках. Калі мяне пачнуць біць прыхільнікі Александра Лукашэнкі за незручныя пытанні ці яшчэ за што-небудзь, я спадзяюся, што мікрафонам і парасонам мне атрымаецца неяк выйграць час і пазбегнуць расплаты. Мне здаецца, што здымачная група РТ вунь там зараз узяла вышыню і будзе записваць нейкі стенд-ап. Ходзяць легенды, вельмі падобныя да праўды, пра працу расійскіх тэлевізійшчыкаў у Мінску. Людзі, якія глядзяць тэлевізор, распавядаюць, як змянілася прапаганда, якая транслюецца па беларускам тэлебачанні апошнім часам. Вось яна змянілася дзякуючы гэтым людзям, якія зараз знаходзяцца у мяне за спінай. Што ўсё стала больш жорстка, кажуць, там менш інтэлігентна, і Святлану Ціхановскую проста ўкатваюць у бруд ролікамі і робяць з яе нейкага д'ябла. Хутка, я думаю, распавядаюць, што яна п'е кроў хрысціянскіх младзенцаў і ўвогуле есць іх кожны дзень на сняданак. Давайте паспрабуем паразмаўляць з кім-небудзь, хто прыйшоў на гэтае мерапрыемства, на гэты драйвовы, класны мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі. Дарэчы, не час яшчэ нам паразмаўляць, давайте яшчэ аглядацца. Я бачу там вельмі блізка да прэзідыума, да ганку Камароўскага рынка, як заўжды, там сцягі ў колерах георгіеўскіх стужак. Бачыце вы іх, сябры? Яны таксама з'яўляюцца на мітынгах за Александра Лукашэнку ўвесь час. І гэта вельмі дзіўна. Гэта сцягі, яшчэ на якіх нешта напісана, нейкія там пракламацыі. Я думаю, што мы пойдзем зараз вон туды, дзе на адной вудзе утрымліваецца і беларускі дзяржаўны сцяг, і сцяг у колерах георгіеўскай стужкі. Трымаюць гэты сцяг людзі пенсійнага выгляду, пенсійнага ўзросту. Давайте паспрабуем з імі паразмаўляць. Тут нават ёсць нейкая спрэчка. Зараз паслухаем, што адбываецца. Пакажы людзей, Артём, якія... Не, наадварот, трэба развярнуцца. Вось яны. Наш аператар Артём Майораў, як заўжды, сёння на стрыме дапамагае мне. Сябры, фашызм не пройдзе, я магу толькі далучыцца да гэтых светлых словаў. Не месца для фашызма у Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, што іх со мной і за мной можа паўтарыць і Святлана Ціхановская, і Ольга Кавалькова, сяброўка прэзідыума каардынацыйнай рады, якую сёння прысудзілі да 10 сутак адміністрацыйнага арышта, і Сергей Дылеўскі, які атрымаў столькі ж, але ўсё ж такі наша мэта была іншай. Прывітанне. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Ці можна ад вас пачуць некалькі словаў прывітання? Я беларускай мовы... Але можна па-руску. Я только приехал. Я иностранец. Я только приехал в Беларусь. Это Европейское радио, я сказал. А можно я по-русски с вами поговорю? Можно? Ты против Беларуси? Я умею по-русски тоже. Евреи, он говорит, я могу. что евреев
А скажите, откуда вы приехали? 800 Мы тысяч убили в из Франции. Европе. Из Франции? Да. А вы приехали специально для того, чтобы... Чтобы помочь белорусам. Еще раз говорю, Ведь в Беларуси оккупантов около бить. 800 А тысяч. кто оккупирует Беларусь? Оккупанты, поляки и евреи. Поляки и евреи оккупируют Евреи, Беларусь. оккупанты были. Мы назираем спрэчку на вот паміж удзельнікамі мітингу. Евреи, оккупанты, да вы чё? Но евреи... Кто ты такой? Пробачьте. Пробачьте. Да про Не чапайте, белорусов ласка, много микрофон. говоришь. Но евреи всегда жили в Беларуси всю Да, дорогу. потому что их нормально. Не кричите, коли Их ласка, на меня. Украине уничтожали. Евреи всегда жили в Беларуси. Почему они оккупанты? В 20-е годы... Начиная от бригадира по укладке асфальта и кончая президентом, все евреи. Ни одной должности, все должности заняты евреями. Все должности. Ни одного белоруса русского не найдете, чтобы он был каким-то маломальским начальником. Ну, Александр Лукашенко. Лукашенко наполовину еврей. И гены у него пошли по материнской линии. А Роман Головченко, премьер-министр. Поэтому он честный и совестливый человек, батька наш. Ну, то есть он как минимум не еврей. Он наполовину только. Еще раз повторяю, гены пошли по материнской линии у него. Поэтому он совестливый и честный человек. Вот так вот. Скажите, а сейчас, чтобы из Франции приехать, надо карантин какой-то отбывать? Вот это вот все. Приехал, Надо чтобы нас, за евреев. кровь, на кровь сдать надо. Подержи, пожалуйста. Мы журналисты, мы ни за кого, в принципе. Журналисты, вы за кого? Кто вам платит? Мы журналисты, Подождите. мы журналисты не державного медиа, Еврорадио. Мы Еврорадио. Журналистам платят зарплату, так? Так. Кто вам платит зарплату? Усім. Кто? Я спросила, кто платит? Мне директор платить заробок. Так, кто? Директор где берет деньги, чтобы вам заплатить? С поветра. А, с поветра? То есть там на тумбочке. Где брать деньги? В тумбочке. А кто их поклал А кто их туда положил? Муж положил, да? Яка розниця, хто мені платить гроші? Значит, кто платит, тот и заказывает музыку. Ні, це неправда. Кто? У журналіста це так, Музыку? у журналіста це так не Что вы мне працює. говорите? А ви журналіст? Что вы мне говорите? Скажите, вы журналист? Значит, кто? Скажите, ви журналіст? Я Мені не просто холодно интересовался, приходить. кто вам платит? Вашу Зверніть увагу, у этого чоловіка дрижить рука. Просто зараз поглядите уважно, дрижить рука з телефоном. директора. Кто вашего директора финансирует? Яка це розниця? Так, есть для меня есть Ми донорський проект, нас фінансує Європейський Союз, Злучені Штати. Европейский, Злученные Скажите, Штаты. коли ласка. Значит, вы работаете на Нет, Злученные Штаты. я працюю в ділі блага Білорусі. Откуль ви ведаєте так добре? Америка! Пробачте, откуль ви ведаєте так добре, як усе працює у журналістиці? Америка такая добрая по Не чапайте, коли ласка, мене за мікрофон. Пробачте. Не чапайте, коли ласка, за мікрофон. Слышите? Дякую, що ви розповіли мені. Значит, Дякую, що Евросоюз, розповіли. то есть вы за центр однополярного мира в Вашингтон. Не, хто вам сказав таку дурость? Вы сказали, что Америка вам финансирует. Вы сами мне ответили. Да, але я нічого не казав про однополярний центр. І я вам ні слова не сказав про те, за що я. Я говорю. Это вы мне рассказали. Я делаю вывод. Это вы мне рассказали. Так классно, хлопцы, девчата, на митингу за Лукашенко мне рассказали, за что я. Вот просто так, с лету рассказали, что я за однополярный свет с центром у Евросоюзе. Так круто. Я нарешті ведаю, за что я. Дякую. Однополярного Дякую. мира никогда не было и Я не ведаю, будет. я ведаю, я ныне ведаю. Я Мы ведаю. с русскими Пробачьте, братьями. Пробачьте. А вас, ну, ты, я понял, все-таки белорус, да? Но мы же хорошие люди. Хорошие. И мы добрососедские. Никого мы не обижаем. Ни евреев, никого. Самая, блядь, республика, где дружеская. Все так. Я так і лічу. А ось приходять, розумієте, люди і починають розповідати, да. Я вообще Начинают не рассповедать слышал. нам. Оказывается, он За кого сказал... мы? Что мы за однополярный свет Нет, с центром слышишь, Евросоюза. он сказал, что 120 тысяч евреев были в немецкой армии. Не ведаю, як ставиться до этой заявы. Вот он сказал, 120 тысяч. Пойдем далее. Сябры, тут шмат людей. Дякую вам великі. Как зовут? Пробачте, не могу, Павел меня зовут. Павел, Дякую ну вам всё. великі. Хочется поговорить с усими. С усими классными. Не, будем и до белорусов подходить. Классно.
Добрый день. Я бачу, что вы нас снимаете. Можно? Причем тут Варшава? Мы ж у Минску. Чому вы не хотите с нами поразмовлять? Не-не-не, я не збираюся ніяких провокацій робити. Я просто хожу з мікрофоном і задаю питання. Поразмовляйте. Варшава. Я шчыра, сябры, я за Беларусь. Я за Беларусь не менш, чым усе гэтыя людзі. Давайте поразмаўляем далей. Прывітанне. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Ці можаце нам распавесці, што вас прывяло сюды на гэты мітынг? Ой. Складана? А можно по-русски буду говорить? Можна, натуральна. Я буду по-беларуску, калі вы разумееце. Не, ну без проблем, как бы самому просто подбирать слова тяжелее, да? Гражданская ответственность, скорее всего. Я понимаю ту сторону, я понимаю эту сторону. Гэта бок вам больш падабаецца? С гэтым боком я живу. Вот. Што гэта значыць? Вы можете по-русски, я повторюсь. Ну, как вам сказать? Ну, смотрите. Я хожу на учебу, да? Я хожу на работу. Я являюсь студентом и при этом работаю. Ну и сами понимаете, все государственное. Человек я, получается, тоже государственный. Но со своей стороны я понимаю свою гражданскую позицию, и как только настанет момент, я приложу все усилия, чтобы сделать свою жизнь лучше. Громадянская позиция может измениться? Конечно. От чего это залежит? Я вам даже скажу, что это зависит не от того, что они говорят, что, мол, зарубежные какие-то факторы. Это поменяется от того, когда человек рано или поздно выйдет на улицу и увидит разбитое корыто. Ну, а вось я ведаю, што шмат хто змяніў свае погляды пасля таго, што адбывалася ў Мінску вось у дні пасля выбараў, калі сілавікі, нават тэлевізійшчыкі пачалі звальняцца з пасадаў. Евген Перлін звольніўся, напрыклад, хаця ён быў такім вельмі сістэмным чалавекам, вёў адну з галоўных праграм у прайм-тайм на БТ. На вас гэта пакуль што не паўплывала ўсё ж такі, каб ну сапраўды змяніць нейкую пазіцыю? Ну, смотрите, в тот момент я сам живу на Пушкинской, я все это прекрасно видел. Я видел эти зверства. Я тогда как раз был на подработке, был вахтером, был в общежитии и видел, как людей расстреливали резиновыми пулями. Ну, я им кричу, забегаю, там 20 человек укрыл, у одного нога была прострелена, перебинтована. Жах. Вообще. Хотя я не понял, что вы сказали. Ну, ладно. Жах — это ужас. Да. Ну, ужас, не то слово. И... Но опять же, единственное, из-за чего я здесь нахожусь, как я уже говорил, это... Да. Да. Сябры, не будем вас допытывать. Дякую за то, что погодились. Не все погоджаются поговорить. Люди особо не разговорчивы. Ну не, нормально. Але не все просто. Да. Все, дякую. Сябры, я зауважу, что у меня сапраўды дрыжыць рука. Не ведаю, гэта ці таму, что все ж таки крыху холодно, ці таму, что адреналин и эмоции перахлёстываюць во мне. Все ж таки такое мерапрыемство важное. Давайте поразмаўляем, подойдем до людей со сцягамі. Прывітанне. Ці можна у вас взять невялічкае інтэрв'ю? Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Ці можна запытацца у вас, чаму вы пришли сюды, что вас привело? Я хочу стабильности, и мы не дадим порвать нашу родину на части. Як вы лічыце, стабільнасць магчымая толькі пры Александра Лукашенку? Ну, на данном этапе, я думаю, да. Ну, у іншых краінах прэзідэнты змяняюцца кожныя 4, 5, 7 гадоў, як дзе. А у нас толькі Александр Лукашенко, але ў іх таксама стабільнасць. Значит, это магчыма, правда? Он показал, что он может руководить страной, и все, в принципе. Але іншы чалавек, магчыма, паказаў бы, што ён можа кіраваць краінай лепш, вам не хочется даведацца? Все покажет время. Пока только Александр Егорович. Як вы ставіцеся? Я так разумею, што вы прызнаеце вынікі выбараў, пагаджаецеся? Конечно. А даводзілася вам чуць, ну вось, пра тое, што назіральнікі фіксуюць там парушэнні? Я не слышал. Не чулі пра такое. А пра тое, што было пасля выбараў, вось калі людзей затрымлівалі жорстка даволі там за мапам, чулі? Слышал. Як ваше стаўленне? Мы не хотим Майдана.
Мы столько за стабильность. Добре, дякую вам вялікі. Што ж, за стабільнасць, мне здаецца, у гэтай краіне ўсе. Але зараз мы назіраем навокал проста нейкую канцэнтрацыю людзей, якія за стабільнасць. Сябры, я заўважыў у натоўпе чалавека з расійскім сцяжком. Вось ён там, дакладней яна, жанчына. Мы зараз паспрабуем паразмаўляць з ёй. Прывітанне. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Ці разумееце вы беларускую мову? Конечно. Добра, я просто заўважыў, што вы стаіце за расійскім сцягам на гэтым мітынгу. Ці можна вас запытацца, якая ваша... Вы кто? Могли бы представить? Еўрапейскае радыё для Беларусі. Мяне завуць Павел. Тут вось напісана у нас Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, я хожу і пытаюся ў людзей, ну вось якая ў іх пазіцыя, што прывяло іх сюды? Чаму у вас расійскі сцяжок? Чаму вы прыйшлі з расійскім сцягам на гэты мітынг? Сказать спасибо. России. Да. За что? Экспертам, политологам, лично президенту, потому что в трудный для Республики Беларусь период они поддержали. Несмотря на все вот разногласия, особенно вот, последние какие-то недели, скажем так, задержанных российских. То есть, я, к сожалению, не взяла белорусский, я планировала с двумя флажками, российским, белорусским. Поэтому... Где белорусский сгубился недзе? Нет, не сгубился, в спешке с работы, спешила и не взяла. Нет, он у меня есть, у меня ничего не теряется, поэтому... Вот. Поэтому я за то, чтобы все-таки Беларусь жила в союзе с Российской Федерацией. Як ви лічыце, якія зараз адносіны паміж нашымі двума краінамі? Ну, то бок, з аднаго боку, здаецца сяброўства, але з іншага, ну, вось вы самі сказалі, што ёсць канфлікты і наконт нафты, і наконт газа. А памятаеце, што было ў снежні 2019 года, калі вось мы інтэграцыйныя документы неяк подписывали и не подписали. Все ж таки сяброўство. Уже пересмотрели, да. Это все, я к этому отношусь, это все рабочие моменты. Поэтому не нужно поддаваться ни на какие провокации, ни на какие-то вот эти временные несогласия. За батьку. Цены, временные вот эти разногласия с ценами по нефти, еще какие-то. Поэтому я хочу сказать, ведь на территории Республики Беларусь проживает немало русских, этнических русских. Мне здаецца, недзе парадка 20%. Я не могу сказать докладно, але парадка 20% насельніцтва Беларуси это россияне. Могилевская область были присоединены, вообще в состав республики в 26-м и в 27-м, только через 10 лет после Беларуси. Я вам более хочу сказать, вот я каждый год езжу на Украину. Почему я еще сюда хожу? Боже упаси! И дело в том, что я когда туда приехала, вот я была в Одессе, а потом поехала в Трусковец, Западная Украина. Первое, что мне начали говорить, у вас какой-то москальский акцент. Это я говорю про Западную Украину. То есть акцент им не... То есть вот это вот... Вы зауважили русофобию там. Русофобию зауважили там. Ужасное. Но самое страшное, почему я пришла, что очень страшно. Там людям настолько промыли мозги, что они даже, вот, понимаете, и с ними начинаешь разговаривать, у них уже, по их данным, вот этим, ту историю, которую сейчас типа относят, на нашу Брестскую крепость напал Гитлер. Ой, прошу прощения, Сталин, не Гитлер, а Сталин. У них уже, когда они... Причем они постоянно сами провоцируют на разговоры про Крым, когда им говоришь, почему вы за него не сражались, если он такой ваш. Да вы что, туда же пришли российские, они же могли нас убить. Я говорю, а наша Брестская крепость, наша Брестская крепость держалась, стояла больше, чем некоторые государства. Говорю, а вы, если он такой ваш, где они ваши герои эти? Вот эти вот, извините, я оказалась за одним столиком, я почему-то, потому что я все это видела своими глазами, понимаете, это не пропаганда. Эти вернувшиеся с АТО, вот я могу сказать, у меня живут там родственники, знакомые,
кто идет в это АТО, кто идут туда? Люди, которые пьяницы, наркоманы. Он нигде не работал, пошел в АТО, он вернулся оттуда. Ему льготы за коммунальные услуги, он меньше платит. Ему бесплатный санаторий. Вот такие это герои. Адкуль вы ведаеце пра АТО? А? Адкуль вы ведаеце вось гэтую пра АТО информацию, что Так я с нами в санатории, где я отдыхала, отдыхали эти люди, которые воевали в Донбассе. Они получили бесплатные путевки в санаторий. яны не уразили вас, дрэнные люди, да? Я с ними оказалась за одним столиком. Я села, я же их не знаю, откуда они, с АТО или они там с завода какого-то. Я села и как положено, как у нас в Беларуси. Здравствуйте, приятного аппетита. Она мне посмотрели как звери. А с ними жил мужчина, он вообще попросил переселиться от них. Потому что они вот на тебя смотрят, кажется, ну просто сейчас, знаете, еще немного, они просто тебя набросят. Ну то есть, нет, так это отмечают сами украинцы, нормальные, адекватные люди, которые хотят работать, которые хотят дружить и с нами, и с россиянами, ведь у многих родственники, знакомые, друзья. И вот это вот постоянная вот эта вот независимость, этот суверенитет от всех. Так, в принципе, есть нормальные украинцы, Конечно, якія... есть. Очень много. И даже на этой западной Украине, вот этот, мы остались дружны до сих пор. Им, например, Ивано-Франковская область. А им очень неприятно, что их называют бандеровцами. Но это, как правило, люди старшего поколения, которые учились еще, ну, которые жили, ну, в смысле, учились в Советском Союзе, понимаете? И это люди, им, например, то есть они абсолютно адекватно рассуждают, знают историю еще вот этой своей территории, там, с 18-19 века. И они, например, говорят, нам очень неприятно, что нас, западенцев, как у них западентов, называют бандеровцами. Говорит, мы же не бандеровцы, какие мы бандеровцы? Я так само думаю, что яны не бандеровцы. Конечно, не бандеровцы. Но есть, я говорю, и очень обидно за вот это поколение. Так вот, им далеко ходить не надо. Он приехал, вот летом был на месте, а так он ездит в Чехии на заработки, сантехником. Он признавался, если местные чехи работают с 10 до 5 вечера, то украинцы работают с 8 и до 7 вечера. Ад рана до рана, як бы. Да, да. Ведаеце, размаўляў бы з вами, размаўляў, але шмат людзей на плошчы, я хотел бы і з іншымі паразмаўляць. Адзінае, што я б хацеў заўважыць, што мне здаецца, што напрыклад, у 1939 годзе, калі пачыналася Другая сусветная вайна, найхутчэй усё ж такі Чырвоная армія сапраўды штурмавала Брэсцкую крэпасць, таму што войскі Чырвонай арміі тады дайшлі амаль да Варшавы. Ну і мне здаецца, што гэта ў прынцыпе праўда. У 1939 годзе, калі пасля пакта Молотава-Риббентропа, але гэта праўда. Тогда вам надо ехать на Украину, там ваши единомышленники. Это не, справа не ў тым, што это нейкія думкі, просто сапраўды на тэрыторыю заходняй Беларусі у 1939 годзе заходзіла Чырвоная армія, і Чырвоная армія брала польскую Брэсцкую крэпасць. Ну, у 41-м годзе, да. О 41-м годе. Яны ўсё ж таки про 41-й казалі, да? Естественно, ну что вы говорите? Вы хотите сказать, генерал Фомин и прочие защитники, это все выдуманные истории? Не, ни в яким разе. Более того, я вам хочу сказать, вы понимаете, даже у нас до сих пор на нашей территории живы люди, которые родились, вы спрашиваете про российский флаг, на российских землях. Это люди, у нас есть розница, 21 еще года рождения, которые, поэтому вот это вот деление, понимаете, то есть уйти нам куда-то, тут много этнических русских, которые, ну, вы спрашиваете, даже какой разговор, нет вот этого. Але з іншого боку Беларусі живуть люди, які народилися до 39-го года на территории Польши. У нас есть такие люди, которые живут в Польше и прекрасно знают польский язык. Ну, ось бачите, то бок для их мы зараз повернуты не в той бок. Так вот, мы прекрасно между собой ладим. У нас есть родственники, которые живут в Баранчах, они знают польский язык, и у нас нет никаких разногласий. И не надо вот это вот деление, понимаете? Так а хто супредставляє білорусів полякам увесь час? Не поняла, что... Хто супредставляє весь час білорусів полякам? Хто каже, що у Гродні на вулицях повесили уже польські стяги,
что Не Польша... знаю, я там была несколько лет назад, сейчас не видела и не знаю. Вы знаете, что я говорю только за то, что я видела своими глазами, за то, вот, что я сама, как говорится, видела, общалась с этими людьми и, как говорится, прочувствовала. Потому что вы вот посмотрите, как преподносится сейчас информация. Вот уволилось много сотрудников средств массовой информации. Всё так. Ведь эти, все так, но почему вы говорите только, а почему вы не скажете, что многие из них уволились под давлением? У меня работает знакомый, рассказывает, какие им приходили... Под угрозами. Какие им приходили смс-сообщения. У одной мать в больнице, ей говорят, если ты не пришлешь обходной, завтра ее в живых не будет. Кто-то один воспитывает дочь, мы твою дочь изнасилуем. Это ваши знакомые вам распорядали? Конечно, конечно. Людям реально приходили такие смс-сообщения. Это точно путь Украины. Сколько там журналистов? Я хотел бы, конечно, каб поверить у гэта, побачить скриншоты. Вось, але мне здаецца, что телевизийщики, якія заходили, и они пасля Не все. абсолютно свободно яны мітынгавалі на ганках там Белтелерадиокомпании, АНТ, были вельми задоволены тем, что сошли. Кто-то очень быстро переобулся, да, уже решил, что в стране все, и президенту хана, и поэтому, да, кто-то очень быстро переобулся и поспешил уволиться, и демонстративно свое это труд. Бачу чоловіка, який хоче. Мне здаецца, што вось гэтая жанчына, яна зараз папракае нас у неаб'ектыўнасці, але мне здаецца, што ніхто з нашых слухачоў зараз не папракне мяне ў тым, што я не даў вам выказацца, ну і гэтак далее. Мне здаецца... Подождите, я вообще-то не претендовала Ну на так, то, чтобы... я подошел и... Вообще-то вы первый подошли. Усё, что так. Але ўсё, что вы сказали, усё без зменаў трансляваны ў эфир. Дякую вам. Поэтому еще вот этот Евроньюз, ну я поражаюсь, вы к ним имеете какое отношение к ним? Нет? Слава Богу. Они до сих пор показывают вот эти красно-белые, но они не показали ни одного вот этого митинга. Они до сих пор показывают того, чего уже давно нет. Покажите вот это. Ну, гэта, уласна кажучы, дзеля гэтага мы сюды і прыйшлі, каб нейкую объективность, да, то бок мы показывали... Не, серьезно, мы показывали бело-червоно-белые митинги, а теперь пришли на митинг под державным стягом белорусским, как показать его. С вами говоришь про Брестскую крепость 41-го. Вы не сказали про 41-й, вы просто сказали, что вам сказали, что... Да, вы просто сказали, что вам сказали, что Сталин напал на Брестскую крепость. И... Да. Во всех а у меня дед воевал. Круто. А у меня дед воевал. И вы думаете, что... Так. Как вы относитесь к сносу памятников в Польше? У меня в Польше дрэнна, вельми дрэнна. И что они сейчас... Вельми дрэнна ставлюся до сносу помников. После этого к ним относиться? Лечу, что... У меня дед погиб, похоронен на территории Польши. Они сносят памятники эти. И после этого как к ним относиться? Лечу, что все помники мусят застаться на своих местах, только их значение мусит поменяться для наступных поколений. Вы хотите, мне здаецца, з нами... Да. Значение одно. Громадство змяняецца, і роля іншых людзей, яна перасэнсоўваецца, правда? Роля того ж Сталина. У тым же... Причем тут Сталин? Речь говорит о конкретных погибших, которые освободили немалые польские... Калі гаворка про помнікі невядомаму салдату, то я супраць того, каб іх зносить. Добра, прывітанне. Еўрарадыо, жывы эфир. Мне здаецца, что вы хотели, каб мы з вами поразмаўлялі, правильно? Было бы неплохо. Скажите, ну, давайте я вам задам сперва пытанне. Распавядзіце, дзеля чаго вы сюды прыйшлі, что вас привело сюда? Честно говоря, не очень считал, что нужно приходить. Потому что заниматься, в общем-то, вещами, делами государства должно государство, а не митинги. Возможно, ситуация такая, что нужны и митинги. Но это конституционное право белорусов, право на свободу сборов. Разговор не о том, чье это право. Разговор о том, надо это или не надо. Але вы нават не чулі, што я кажу. Адкуль вы ведаеце? Жанчына нават не чула, што я кажу, але яна кажа, што мы брэшем. Что же вы хотите? Еўрарадыо ім перашкаджае. Еўрада, а чаму вы нас гоніце? Мы хочам знаходзіцца тут, маем такое ж право, як і вы. Вам не надо, а сотням тысячаў беларусаў трэба. А мы ніколі не брахалі. А мы ніколі. Нет, ніколі. А можно конкретный приклад який-нибудь? Хорошо. Госпожа Тихановская кто?
Кто? Большой фейк. Откуда вы Большая ведаете? ложь. А потому что я изучила всю Я її биографию. бачу на свої очі. Вы бачили? Так. А это, так сказать, ложь реально. Не, вы меня Это не, ляжная вы меня ложь. не Она упевните, что лжет. ее не Она існує. говорит, моя Беларусь, Можете не- но это не ее Беларусь, это наша Беларусь. Она на Беларусь не работала ни одного дня. Она только пользовалась льготами, которые дает Беларусь. Чому ви так думаєте? А я не думаю, я это знаю. Ви Она докладно закончила- ведаєте, де вона працювала? Да. Она pracoвала в иностранных предприятиях и на какие-то фонды. Ну и что в этом у драма? у нее нет ни одного. Так от чего она У говорит, її моя діти тут Беларусь? растут, росли, покуль не з'їхали. Не знаю, какие у нее дети. Дети. А я не видела. Нигде не видно ее детей. Вы могли почитать про ее детей у ее декларации в Советской Беларуси. Что у нее есть дети, я знаю. Тихановская А что у неё фейк, есть? Сабры. Нас упевнивают, что Тихановская фейк. Фейк. Ну, Реальный фейк. а Её что означает подобрали. фейк? Это Слово значит, что у нее даже брак ее, это фальсификация. Это, как это говорится, ой, как это говорится, не фальсификация, ой, господи, простите. Мне здається часом, що я трапив у дитячий садок, а не на мітинг за Олександра Лукашенку. Вы не в садок. А вы Все такие. Думаете, у вас одни это самое? Дело в том, что вы лжете вместе с Тихановской. Ну, Она приведите, заложница. ну, пробачте, при всій повазі, приведите хоча б один приклад, як Єврорадіо вам схлусило. Сегодня, да я не хочу говорить. Не можете, правда? Я не могу говорить. Не можете привести ні одного прикладу. Я не могу говорить много, у меня ларингит. Пробачте. Пакуль шумна, жанчына не може говорити. Але все ж таки яна каже, що ми хлусим і не може привести ні одного прикладу, як Єврорадіо її схлусила. Потому что вы никогда не говорите правду. Ми завжди кажемо правду. Правду нужно говорить. Ми для того в гэтай країні Пускай сами існуємо. приведут. Они же лучше знают, что вы это самое. Они вам дают не задания, которые вообще Которые невозможно. Що задання? Чоловік підходить до мене і каже, що моя медіа хлусить. Я прошу, приведите приклад. А она не обязана их А я записывать. не можу привести Она приклад. просто помнит, было такое. Так что я напам'ятаю? Я помню, что Тихановская... Что такое Что было? именно? Что? Не помнит. Круто! Что Тихановская, вы все время говорите, что в Тихановская отражает Да нет, интересы. я не за Тихановскую, вы помиляетесь. Мы почему Еврорадио вы не за Тихановскую. Это вы пришли и сказали мне. А за кого она? Еврорадио объективная медиа. Мы не за Лукашенко и не за Тихановскую. Ваши медиа считают, что Лукашенко может продать свой самолет и на эти деньги обеспечить всю республику. А Наша медиа ніколи такого не писала. А если еще и часы продать, еще и кому-нибудь хватит. Наша медиа ніколи не писала такого. Я не ведаю, где вы это прочитали. Ну, значит, вы не читаете свои медиа. Не, наша медиа, Европейское радио для Беларуси, Да ніколи я не вас- писала. Зрители, обратитесь к интернету. Это все есть в интернете. В Причем інтернеті вельми шмат чого во є. первых строках. Але Європейське радіо ніколи такого не писало. Ах, Чому ви лічите, що ми отдельные, да? Так, ми Провокатор, провокатор, где? провокатор. Чому, кого ми провокуємо? Дружба, борьбы с режимом. Я за дружбу. Вот, борьбы с режимом. Я за сябровство. Что такое сябровство борьбы с режимом? Ну, дружба борьбы с режимом. Вы за дружбу борьбы с режимом? Вы поддерживаете другие оппозиционные СМИ? Или вы такие отдельные? Я не розумію. У нас одно Так, опозиційне чоловік не СМІ. розуміє. Не розумію. Так, Чому ми мусимо уровень несколько упал. Чому ми мусимо підтримувати некі опозиційні СМІ? Чому ми мусимо підтримувати некі неопозиційні СМІ? Почему не оппозиционные? Шановні глядачі, я не розумію поки що этого чоловіка, і він, мені здається, не розуміє, чим займаються медіа. Вот и началось. Началось. Сабри, пойдемо далі. И сразу закончилось. І одразу скончилося. До свидания, до дорогие побачення. радиослушатели. Удачи вам. Вы сказали радиослушатели, да? Мне Ничего подалось. страшного, это не критическая ошибка. Это сапраўдзе нейкі дзіцячы садок. Скажите, а кто ваш На хозяин? кого вы работаете? А на кого вы Уважаемый, работаете? На вопрос вопросом не отвечать. Она Кто ваш работает на хозяин? работе. Никто, у меня нема господара. Она А кто работает ваш на господар? То есть вы работе. беспризорный. Ее Ну работа скажите, не, ну коли работать ласка, на работе. вы мне задаете такие питания, ну скажите, а кто ваш господар? Народ белорусский. А вы начали с белорусского языка и начинаете противопоставлять его... Вам помочь, послать вам тут далеко, да? Идите отсюда. Идите отсюда. Что за агрессия? Нам не нужно Еврорадио. Вам не нужно? Мы живы без евро. Это вы до меня зараз подошли. Послушайте, а Я, почему она, девушка стояла рядом. со Девчина мной. вас не просила. Не Уходите отсюда. Уходите отсюда. Что вы робите? Почему вы начали
Русский язык с белорусским. Я ніколи так не робив. У нас дві державні мови. Вы так сразу начали. А вы на белорусском. Мы ж с вами абсолютно нормально размовляем. Вы по-русски, я по-белорусски. А вы на И все это белорусской добро. мове Так. размовляете? У нас два государственных Так. языка, кто на каком Так а я хіба вам казав нечто про те, що русская мова древна? Не казав. Я ж вас слухаю по-русски, даю вам сказать. Все ж нормально. Вообще-то вы меня просите сказать, а не даете мне. И прошу, и даю, не затыкаю вас. Пойдемте, собры, пойдемте. Что? Отпустите микрофон, коли ласка. Дякую. Собры, з великой агрессией мы сутыкнулись. Сутыкнулись. Ну, ведаете, вот как вас схопили так за частку вашего тела. А микрофон, это, ведаете, это у меня як частка тела. Щиро вам скажу. Працовный, это протяг моей руки. Да, лечите. Да нет, чому? Ми нікого не провоцируємо. Ми задаємо абсолютно звичайне питання. Ну, розповідайте, коли ласка, що вас сюди привело, розповідайте, чому ви сюди прийшли? Здесь рядом, так что? Пришел, да. Пришел поддержать. Пробачте, немає. Я пришел почему? Потому что меня... Дякую, Вельки, нас почастовали цукерками только что. Почему до сих пор не прекратили вот эту вот фашистскую символику? Ее надо закрыть вообще. Понимаете это или нет? Вот наш флаг, а не тот. Под тем флагом убивали наших детей, стариков, женщин. Ну скажите, коли нехта дрэнны користається нечим добрым, хіба гэта доброе робится дрэнным? Еще раз переведите. Если кто-то плохой берет в руки что-то хорошее, Да. разве это хорошее перестает быть хорошим? Скорее всего, да. А вот мы тут зустріли женщину. Ради чего? Ради чего вот это вот берется, блин? Ну, я не могу. скажите, Это ж фашисты взяли. Я ж не фашист. Я не могу потлумачить, для чего я не скористались. Я вам говорю. Бело-червоно-белым Эту символику стягом. надо закрыть. Почему? Молодежь, которая выросла при президенте, она, скорее всего, не знала, что это такое. Але ж Вот вы ведаете, другой что надо флаг. Александр Лукашенко перший раз выиграл выборы под гэтым стягом. Да, потому И что давал... не он его, Шушкевич Не его он, поставил. але Шушкевич. и давал присягу под гэтым стягом. Он дал присягу и через год убрал. Вот поставил вот этот флаг белорусский, Так. правильно? Але вось мы тут зустріли на гэтым мітынгу жанчыну з расійскім стягом. Ну, я видел ее. Так, і расійскі сцяг это широко вядома падчас другой сусветнай тоже войны. знаю, да. Так что и расійскі сцяг забараніць? Мне он тоже не нравится. Я присягу давал в Советском Союзе, и мой флаг красный, с серпом и молотом. Понятно? Вопросы есть? Нет. То бок ви за то, каб, в принципе, вернуть у Беларусь стяг Нет, серпом? я не за то, чтобы Нет. вернуть, уже возврата нет, это понятно. Я за то, чтобы заводы работали, чтобы добывали калийные удобрения, чтобы БелАЗ развивался, чтобы у нас развитие было. Они так пришли, приватизировали, все разокрали, разбежались, блядь, и ходите с голой задом. Вы что, А як ви ребята? думаєте, зараз держава удало керує БелАЗом тим же, наприклад? Я думаю, когда заказы есть, а они есть, то это удало. А когда вот не будет заказов и вообще БелАЗа, вот это не удало. Я ведаю, што вытворчасць на БелАЗе скарачаецца 17 месяцаў запар. И что дальше? Гэта вельмі дрэнна, на мою думку. Я ведаю за БелАЗ толькі. Да, я не хочу размаўляць, мяне хвалюе толькі Беларусь. Да, мяне хвалюе Беларусь, мяне хвалюе, як працуе БелАЗ. А куда продают БелАЗы из Беларуси? У розныя краіны. Не хвалю. У асноўным у Расійскую Федэрацыю. По-моему, Индия заказала. Індыя можа замаўляць, безумоўна. Там, дзе ёсць буйныя, Да, Индия. там, дзе ёсць буйная здабыча, так. С коронавирусом там по частям они стали поставлять, мало того, там некому их собирать. И сейчас туда уже команду, по-моему, послали, чтобы там сборщики собрали БелАЗы, чтобы там работали. Но БелАЗ-то работает. Я поважаю вашу позицию, але вось у меня Моя позиция, позиция... мне не все нравится в Лукашенко. Объясню почему. Мне не нравится что. Хотя это написано в Конституции, все. Вот, например, пенсионная реформа. Почему с народом не посоветоваться? Так к стене. А не одним росчерком пера. С другой стороны, если взять ту же пенсионную реформу, согласен. Ну, многие же не доживают до 60 даже. Ну так, у нас Так или средний... нет? Олеж, как вы говорите.
человека, который умер, все-таки государство вынимало. А где эти деньги? Почему их не отдать внукам, там, допустим, вдове это или еще что? Куда они деваются? Можете ответить мне на этот вопрос? Я, в принципе, сам ответил. я могу, просто сэнс у тым, што гэтых грошай іх фактычна ж няма. Маё пакаленне, да, вось наше пакаленне маладых, яно корміць, яно Я ровесник президента, чуть старше на месяц, это понятно. Но я вот что хочу сказать, что то, что он тогда в 94 году взял власть, как угодно, выиграл выборы. И то, я лічу, што ён тады выйграў выбары. Выиграл. И за эти 26 лет посмотрите на Беларусь. Картинка, блин. Так чего не нравится? Вот это вот самая позиция. Ну пришла баба, эта самая кухарка, рвется к власти. Но ни программы, ничего нету. Как за нее голосовать? Ее программа это провести наступные выборы през полгода. А наступные Честные. выборы через полгода еще минус миллиард. С наших налогов, милый мой. Ну, мне здаецца, што не так дорага, але тым не менш. Мне здаецца, 18 мільёнаў долараў каштавалі гэтыя выборы. Должно все стоять, что ли? Не, чаму? Все мусіць працаваць, як і далей працавала. Як працаваць, когда с тачком и начинает, то все. Ну, с тачком это значит, люди незадоволенные выниками выборов, я так разумею. Ну, свободны, блин. Другие задоволенные придут. Ну, их главное больше... не остановить производство. Это как дом, ну. Знаешь, да, если остановил, хана, и надо отбойным молотком потом разрушать. Ну, бачите, до чего доведенные люди, коли они готовы сойти со своих предприемств я понимаю, и спынить вытворчесть. Ну, надоело уже давно. А что вот эти? Ну, пришел бы другой какой-то человек, который... А то, смотрите, взять Бабарыку, взять Цикала. Тот сбежал, этот сидит. Ну, программа какая? Приватизация, блин. Что такое приватизация? Ты возле кормушки успел схватить и убежал, блин. Остальным что, которые вокруг, блин? Ну, мне здаецца, что вы описываете ту приватизацию, якая была у России. Сапраўды такая гвалтовная и неудалая. Лукашенко выступал против России. Вот, да, на клубнике, блин. А то и там заборы красит. Я вам скажу, ведь его старый друг, Чубайс, блядь, он сюда приезжал на приватизацию. И Лукашенко пришлось куда ехать, к Ельцину. Тот сказал, не трогать его, блин. Ну, потом тот ушел, все. И вот результат. А если бы тогда сюда Россия пришла, Белоруссии такой, какой он сделал, будем так говорить, не он, а весь народ под его руководством. Пожалуйста. Мне, например, она нравится, пускай дальше развивается. А вот это все поломать, ну вышли. Че вы кирпичи выламываете, все ломаете, наезжаете на ОМОН. Вы что, в конце концов, куку, блин? Ну, мне здаецца, что я там не был, коли шчыра, да, и мне здаецца... Ну, все кирпичи целые. А? Все кирпичи целые, вся цегла. Это да, там вот, на Немей. Складана сказать, при яких обставинах это отбывалось. Ну, при яких обставинах, при яких. Але допускаю... Перегнули палку. Допускаю, что агрессия была с обоих боков, сапраўды. Агрессия была. Скажите, а як вы думаете, калі б не Лукашенко, а інший человек пришел до влады, все бы сломалось? Если бы пришел другой человек, у которого была программа почти такая же, как у него, плюс к этому не русофобия, а поблизость с Россией, не отдавать это самое. Вы понимаете, в чем дело, о чем я говорю. Сейчас объясню. Вот он говорил тогда, ой, я ползаю на коленях каждого 31 декабря. Да, ползай, чтобы нам легче было жить, чтобы дешевле было и нефть, и газ из России. Почему? Да потому что для всех, что было так. Дело не в личности, да, а в последовательности политики. Преемственности да, политики. Вот, я хочу. Если бы был преемственник, вот совершенно верно. Все люди умирают. Лукашенко конечно, не вечно, он сам об этом говорил. Извините, если для кого-то это новость. Это не новость, все мы там будем. Ну надо что-то оставить детям, внукам. Да не в этом дело, просто нельзя развалить правильно вести политику. Торопитесь? Не, просто хочу сказать, что целую годину уже тут протягивается митинг у поддержку Александра Лукашенко. Люди не разыходятся. Як думаете, сколько тут людей прикладно? Я вам хочу сказать. Я за политику, которая, как говорится, не прерывала производственные все. Чтобы все работали нормально. Чтобы больше зарабатывали, конечно. Как бы то ни говорили. Потому что плантация, это еще не самое страшное. Видите, начнется это самое насущное мясо. Русофобия начнется. Мы в этом плане... И насчет языка вот это они вообще, это
Украина, там война только из-за этого Ну, идет. глядите, мы же с вами абсолютно нормально размовляем. Я по-белорусски, вы по-русски. Всех разумеют. По-белорусски Без могу проблем. размовлять, знаете, другим барал не б, не ма, а губит лучное имя. Гучное Кандидат имя. Крапива. Да. Вот я когда-то изучал это самое, я здесь живу уже, как говорится, 66 лет, поэтому и изучал и литературу, но не язык, потому что я сын военнослужащего. Был такой закон. Ну и мы сдавали в 10 классе литературу белорусскую, на белорусской мове. Пробачте, треба, мені здається, треба послухати, що пожалуйста, каже. да. Дякую вам велике. Очень важно, очень. Вы не поверите. Пробачте. Тільки на українській мові. Люди отказались, пошли танки. Вы видели, мы их руками держали. А они нас стреляли. Сегодня я не хочу, чтобы моя родина, моя Беларусь пережила это. Остановитесь, поминайте, як кажуть на Украине. Подивіться на соседнюю страну. Она была без этого примера. Поэтому ей было, может быть, тяжко это все пережить. Они, может быть, поддались на провокацию. А вы же теперь видите, рядом у нас не соседи, до чего дошло, беднота, нищета. Все завидуют белой зависти Беларуси, чистоте, красоте, культуре. Большой вам низкий поклон. Берегите мир. Будьте всегда. Мені здається, що навіть тут серед тих, хто прийшов на цей мітинг, ніхто не змог утримати усмішку, коли жінка розповідала нам про те, що в Україні жабратство, а в Білорусі всі зайздростять. Олег, это была вельми такая полымяная промова, нават со слезами на вачах. Промова про те, що в Білорусі не мусить бути, як на Україні. Акція перейшла у режим свободного мікрофона, я так розумію. Да? І вони усім дають зараз мікрофон, да? І вони розмовляють по черзі. Они предают белорусский народ. Я буду краток, я так скажу. Полите прочь из Беларуси, предатели своей страны. Любимую отдадим мы. Мы здесь будем, а не вы. За Беларусь! Ура! Вось што для мяне дзіўна, зараз на гэтым мітынгу дзве прамовы запар, я чую вельмі вялікі негатыў у тым, што кажуць людзі. Ну ён кажа, што ёсць здраднікі, якія мусяць з'ехаць з Беларусі. Што ёсць здраднікі. Мусорные баки и вывести за границу. То бок, бачыце, людзі, якія на сцэне стаяць, яны дзеляць на сваіх і чужых, правильно? Ёсць... Найти негатив, он найдет его везде. Не, я пачуў, ну... Что на камеру говорите? Пустую, не говорите. А причем, почему, чем мы вас спровоковали, расскажите? Не надо так говорить, Так- вы почуете, что люди кажут. Ну там он сказал, что есть здрадники, якія мусять з'ехать. Сценарий! Вы что, не понимаете, что творится? А? Не читайте, а оно и так воняет. Не говорите глупости, люди Не, мы полюбите глупости. за батьку все мы. Мы Тут- пришли за это сюда. Я бы тут стояла на дожде. Зачем? Скажите, пожалуйста, у нас работы много, а они на это, что ходят, и мы не понимаем, кто, или это открытые границы отдыхающие тут стоят, нам стыдно и страшно заехать. Мой батька не так кровь проливал, пешком до Берлина дошел, а гэтые паскуды пришли, а бы что делать? Але я думаю, что их деды так само воевали. А так само воевали, но надо родину беречь. Родине так нельзя плевать на родину. Это напрасно. Поставят тут танки ворши, немецкие, это, натовские, и тогда будете знать, что будете кормить натовских войск. Але чому ви думаєте, що вони плюють на Яны родину? уже идут. Он вас провоцирует. Я не Слухайте, а у чим провокація? Розповідіть, я же просто задаю питання. Батьку, за родненько, за нашего, поверьте. И он нас один, и мы его любим и уважаем. Нам такого нет уже больше. Скажіть, ці добре вам живеться? Добро живется. Хочешь добро жить? Працуй. Так працуй, как спина была мокрая. Скільки вам годов? Мне 64 года. Ви вже пенсіонер. Уже пенсионерка, да. Працюєте? Не, я уже не працую. 10 годов. Почти. Скільки пенсія ваша хапає вам? Ну, немного, 552 рубля. Ну, це вищіше за середню, правильно? Ну, я не знаю, ну, может, и невысокая, но есть. Но мне хватает. Мне хватает пенсии. Вот так. Я еще где-нибудь захочу, подработаю, если я захочу.
Вот. Ну и на даче работаю. Но я вам хочу сказать, я боюсь, что идти по улице страшно. Моя дочка вроде за этих была, а ей повесили черную ленточку, и говорит, мама, это ты повесила на дверях, она наставница. Я говорю, нет. Теперь она криком кричит, мама на митинг, бегом на митинг. К вашей дочце на двери повесил нехто черную стужку. Да, она потому что наставница, потому это бритоголовая это вешает. А она удельничала у... Она с 1 августа в отпуску заслуженном. У наставнику большие отпуска. И вот теперь она боится. И мы не знаем, что это за люди у нас ходят. Григорович открыл границы свободного туризма. Тут, наверное, честного белоруса нема. По-моему, я уже их видела. Поверьте, это ужасно. Але их вельми шмат. Ну не шмат. 100 тысяч в неделю. С детками, с малыми, да шмат, вот это самое, нема там, ой, шмат того. Ну, детки-то честно. Детки, а тут люди нечестно заработали пенсии, порядочные, хорошие, лица здоровые у них. Не, я не казал, что они нечестные. Подождите, какие люди, я им низкий поклон выражаю, что они пришли батьку поддержать. Дякую. Люди, конечно, добрые, але... Згадываю, как полгодины тому меня хапали за микрофон. Татюшка, я говорю, я пришла, да, а у меня семья где-то человек 30, наверное, дней. Никто из нас не ходил никогда. Все знали, что Лукашенко победит, понимаете, мы знаем, что будет мир, будет хорошо все у нас, понимаете, но если бы мы все, те, которые не пришли, мы бы в десятки раз больше было бы нас, чем те, которые приходят в красно-белые флаги. Так а дивно, чему они не приходят? Работают, это раз. Во-вторых, что это маленькие детки, под двое малышей, я же правнучки у меня. Так а ви думаєте, ті, які з червоно-білими стягами, вони не працюють і у їх діток нема? У них детки есть, посмотрите, молодежь, какие там детки, они сами еще детки. Там разные люди. А вы знаете, этих деток, мне кажется, троху добро накачивают наркотиками. Я вот ехала на электричке и посадили девушку, не то, что я алкоголика, я вот села в купе с мужчиной, он пьяный, так я уже чую, а она не пьяная, она в наркотическом опьянении. И она вот так съела, они ее достали некие там доллары, я на ее телефон достала. Это кто достал? Мальчик некий, и она стояла, пойдем туда назад. Я боюсь. Страшная история. Привитание, вы хотели нам нечто сказать, мне Я сдается. хотела спросить, что за канал. Европейское радио. Спасибо. Скажите, вы снимаете нас, я вижу. Это Может- не ко мне. Аж мне тут было интересно посмотреть, поэтому это не ко мне. Ясно. Ви так же, як і ми, прийшли поназирати за тим, що тут відбувається, так? Добре, дякую. Очень Тоді интересно посмотреть. ну, нам так само цікаво, ну, справді ж цікаво, що відбувається. Конечно, мы должны іншого. все видеть и понимать Так. своей головой. Так, У меня дети католички, я католичка, мы западные так, они, у меня муж, дочка была замужем за болгарином, понимаете, но мы все страну за Лукашенко, все голосовали за Лукашенко, и пускай они, наши мои, как говорится, соседи, родственники, пускай успокоятся. але ж гэта тайное голосование, яны вам розповіли? Я самая первая пришла голосовать. Я голосовала в этом студенческой деревне. Самая первая пришла туда. За Лукашенко проголосовали, так? Конечно. Некого, не за кого, понимаете? Правильно, думали, хотели, может быть, кого-то действительно посмотреть. Но как посмотрели на этих, никого не надо, потому что он нам 26 лет дал счастливой жизни. Ну, разные были годы. Ой, начально были ужас. Пам'ятаєте, у 2011 году рубель у 3 рази потоннел. Ой, это мелочи. Это мелочи. У нас мир. У нас республика, красота какая. Мои дети работают. Да, кстати, у моих детей карта поляка. Вот сын работает за границей. Но все за Лукашенко. Так а як гэта так? Яны ў Беларусі не маюць магчымасці зарабіць, але за Лукашенко. А он живет в Бобруйске, работы нет. То бок работы няма ў яго, але ён за Лукашенко. Да, он поехал, поэтому за границу работать. А чаму ён тады за Лукашенко? Потому что, во-первых,
свободно, у нас он же жил здесь, работал, копейки получал, там работал, ой, как вам сказать, там сантехник, там электрик, так вот, знаете, в архиве. И так мало денег, семью кормить надо, поэтому уехал за границу работать. Но, извините, ну нет, Бобруйский развалили тогда в советскую, Так а развалили при кем? до Лукашенко развалили. До Лукашенко. За 3 года развалили и все, да? Да. Там сейчас что творится? БШК работает. БШК это что? Красно-белые приходят, запрещают идти на работу. Вы что думаете, это нормально? На тракторный приходят красно-белые, это нормально? Ну ні, хто ж може заборонити чоловіку працювати? Вот именно. Пускай люди идут. Чего вы стоите? Я ж не перешкоджаю. Пробачте, ми побачили 2 молодих дівчин. Тут все ж таки, ну, коли озирнуться навокал, да, то аудиторія гэтага мітингу, яна, ну, доволі таким сталым узросце збольшага. Не будем подманывать. Ёсць молодец, слухайте, у меня нема чего взять. Капец вам спочуваємо. А як ви довідалися, що нам вельми потрібна зараз? Ми глядели трансляцію. Ясно. Нам просто вельми шкода, що ви витримуєте цей сюр. Это нормально, я призвичаюся. Я просто подумал, что нарешті у нас з'явилася можливість порозмовляти з молодими удільницями мітингу з Олександром Лукашенко. Але виявилося, що це 2 дівчини, які принесли кави, мені і Артему кави і цукерочок. Дівчини, дякую вам велике. Побачимося після ефіру. Ну ладно, це так, ну не побачимося. Дякую велике. Сабрі, а тепер у складаному становищі мені нема чим... Мені... Артем бере свою каву, а мені нема чим тримати зонт. Давайте просто, покуль я п'ю каву і Артем, ми послухаємо атмосферу. У меня сегодня день рождения, могу угостить вас. Дякую велике, бачите, нас уже почастовали, насамрэч нам уже дали цукерку. Давайте просто послухаем. Ой, дякую велике. Вы ведаеце, все ж таки белорусы, яны умеют здзіўляць. Вот что я скажу. 74 года. Белорусы, вас я с днем народження вас, с днем народження. Відавочна, што вось гэтая жанчына, якая зараз нам падарыла шакалад, яна не тое, каб нас з Артёмам вельмі любіць, але падарыла нам шакалад. А іншая жанчына нам да таго падарыла цукеркі. А сын гэтай жанчыны, ён з'ехаў з Бабруйску, таму што там няма працы, але ўсё роўна галасуе за Лукашэнку, ну, прынамсі, па яе словах. І могу толькі паўтарыць, беларусы умеюць здзіўляць. Сябры, мы знаходзімся зараз на мітынгу ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Калі вас там зараз шмат, і калі вы не падпісаныя, не, давайте послухаем. Беларусь! Бо я таксама за Беларусь. Еўрарадыё таксама за Беларусь. Мы за тое, каб тут быў мір, стабільнасць, каб Беларусь квітнела. Але мы хочам нешта змяніць. Вось тут істотнае адрозненне. Дык вось, сябры, хацеў сказаць вам, што нам за вреднасць, як гэта бывала, да? Ой, а адкуль вы ведаеце пра Арцевя, цікава? Ведаць у лицо, и я вас каждый вечер слухаю, ты наш ворог. А уже чему вы так лечите? Вы на нас вылили грязи за это время, Артеваль, и ты, этого так хватит, и ты еще тут. Ни на кого не лил бруд, ни на кого. Скажите, что я дрэннага сказал? Уже одной только то, что ты на Артевяль там каждый день, это... Не ведаю, что в этом дрэннага, але тым не менш. Так вось, я хотел сказать, что нам принесли кавы, каб нам было легчей вести эфир. Дякуй за вашу працу, Еўрарадыё. Але есть нашмат больш просты спосаб аддзячыць нам, сябры. Просто подпишитесь на наш YouTube канал, на наши іншыя соцсетки.
Націсніце падпісацца, націсніце званочак. Мы правядзем яшчэ шмат вогненных стрымаў дзеля таго, каб вы лепш ведалі, лепш разумелі, што адбываецца ў Беларусі. Зараз мы знаходзімся на мітынгу падтрымку Александра Лукашэнкі. Шчыра, тут больш за 1000 чалавек. Дакладна. Еўрарадыё называецца. Еўрарадыё. Я думаю, 1500-2000 чалавек тут дакладна знаходзяцца зараз. Зараз людзі прыбралі парасоны, няма дажджу, гэта прасцей. Можа, нават крыху больш. Не ведаю, колькі. Мы не за деньги, мы за душу человеческую, ее надо понять. Гэта выдатна. Так гэта выдатна. Глаза посмотри людям. Они пришли сюда, что за деньги? Чтобы было то, что большинство хочет, чтобы детей не сводили с ума, маленьких, молоденьких, детей, те, которые даже не голосовали, им даже еще 18 нету, но их выставили, туда деньги заплатили. Вы думаете, вось тут усім не платили, да? Вось тут люди... Молодежь наша, что читаем и что смотрим. Вось вам же не платили, как вы сюда пришли, правильно? Я с ними разговаривала, с этими детьми. И что они сказали вам, что им заплатили? Они промолчали, но вы посмотрите, что творится. У них настолько запудрены мозги. Я спрашиваю, детки, что вы хотели бы? Вы так поводите себя, быцем мы ховаемся от некого. Я говорю, привет, Евроша. Я спрашиваю, дети, что вы хотите? Мы хотим другого, своего президента. Так что вы выберете его, если вы проиграли? Подождите 4 года. Правду будете говорить, и мы вас будем любить. А вы что, Дай. У нас прямой эфир. Все, что вы сказали, все одразу пошло в эфир. Без скажения. Прошу, что вы хотите? Ради Бога. Мы хотим своего президента, молодого. А что дрэннага ў тым, каб у краіне змяняліся прэзідэнты? Так па ўсім свеце. Ну, мы прожили 26 хороших условий. Мои дети работают, там зарабатывают. За мяжой. Вы сами сказали, что ваш сын за мяжой. Сын уехал, потому что в Бобруйске нет работы. Так что же в этом доброго? Так вы даже Советский Союз Слухайте, развалили. ну може поменяется президент, жить стане яшчэ лепше, ваш сын вернется ў Беларусь, будзе працаваць тут. Вы не хотите Мы этого? учимся на чужих ошибках, хватит Украины. Я была в Одессе, я каждый год ездила в Одессу отдыхать. Каждый год, 27 лет подряд. Я вот с 13 года я не езжу. Шкода. Понимаете? Шкода? Шкода. Я там, я как видела, как беременная женщина лежала на столе убитая. О чем вы говорите? Мне шкода Одессу. Где вы это бачили? Вы не видели? Попросите хронику Одессы. По телевизору? 2 мая. По телевизору это бачили? Да, да, сами они снимали. Все ясно. Они сами снимали. Хіба все правда, что нам показывают по телевизору? Вы видели, как стреляли с пистолета этот толстый? Видели? Нет, хутчэй нет. Тогда нечего сюда и нос совать. Вчора Александра Лукашенко бачив з автоматом. Ви бачили? Да. И я рядом стану. А як ви думаєте, для чого він взяв автомат з собою? Показать, что он сил. А у чим провокація? Я отвечу. Для чего? Для того, чтобы все знали, что он не предаст, что он в первых рядах будет, если что-то случится с нами. А чому для гэтага патрэбны аўтамат? Гимн петь вы не докажете ему. Зараз будзе гімн, сябры. Все, перапыняемся. Давай покажем, як люди спевают гимн. Вы не спеваете, не ведаете слова, видать. Я с вами не хочу разговаривать. Почему вы не спеваете гимн? Я не хочу.
Выдатно. Вы спеваете гимн? Да, отойдите, Я просто хочу послушать, как вы спеваете гимн. Просто бачу, что не все спевают. Але паглядзіце, у некаторых ёсць паперкі са словамі гімна. Вось давайте паглядзім там. І не просто са словамі гімна, а далей трэба крыкнуць за Беларусь, за бацьку. Не, чаму? Мы ў жывым эфіры. Мы ў жывым эфіры. Усё, што ёсць, усё і здымаем. А чаму яе на паперцы з гімнам пасля напісана за Беларусь, за бацьку, страну не аддадзім? Не ведаю, не глядела. Ну, вось бачыце, я таксама не ведаю. Падобна до того, што это трэба крыкнуць пасля гімна. Я вам хочу сказать, что у меня муж, он сям'і полякаў. І мы ўсё жыццё пражылі разам. Яны католікі, мы праваслаўныя. І вы ведаеце, што адзначалі і гэтыя святы, і гэтыя. Такая наша Беларусь. Вось так. І таму мы за мірную, любімую. І польскі народ працалюбівы, і беларускі. Таму нам няма чаго дзяліць. У іх свая краіна, у нас свая краіна. Толькі за мір. Про Россию вы так можете сказать? У их своя краіна, у нас своя. Конечно, могу сказать. Без. Вы за незалежную, суверенную Беларусь. Як прыемна гэта чуць. Сябры, я выступаю за тое самае, за незалежную, суверенную Беларусь. Давайте працягнем слухаць гімн. Такі ўрачысты момант. Я смотрю вас в стриме, буквально 20 секунд. Сабры, толькі што здарыўся гэты момант, я пабачыў, як нехта глядзіць стрым Еўрарадыё, і я знаходжуся зараз побач з гэтым чалавекам. Так, ну нам зараз важна пракантраляваць, ці скажуць людзі тыя словы, якія ў іх напісаныя ў паперках. Где глядзець, скажыце? Где глядзець? Вось што там было напісана на гэтай паперцы ўнізе. Жанчына закрывала пальцем, але там было напісана «Любімую не аддадзім». За бацьку таксама там было напісана. І людзі пацягнуліся паціху. Мітынг, мне здаецца, сканчаецца ці ўжо скончаны. Прыкладна о 8:20 скончылася такая афіцыйная частка мітынга за Александра Лукашенко, і людзі пачалі разыходзіцца. Доўжыўся ён прыкладна 1,5 гадзіны. Вось зараз можаце ацаніць, колькі тут было людзей, як яны пайшлі паціху адсюль. Давайте, вы, у вас цях камуністычнай партыі Беларусі, прабачце, мне няма чым... Сейчас сфотографируют нас. Мне нават няма чым узяць, прабачце, нам прынеслі каву. Вы прихильник коммунистичной партии? Да, более того, я первый секретарь даже Фрунзенского райкома. Вы ведаеце, мы у адным з мінулых стрымаў размаўлялі з вельмі разумным хлопцам з камуністычнай партии Беларусі. Наверное, это был... Тут были люди под бело-чырвона-белым сцягам. Прычым недзе у гушчы падзеяў. Я б дагнаў гэтую жанчыну, калі шчыра. Але боюся, что уже не смогу. Ну скажите, як вам, что вас привело сюда? Что меня привело? Ну, честно скажу, что
за 3 недели того, что происходит, особенно в городе Минске, устал. Очень хочется покоя и мирного созидательного труда. А пользуясь случаем, к людям хочу обратиться, которые выходят с другой стороны улицы, скажем так, под символикой бело-красно-белой, либо под флагом погоня, что пусть они немножко все-таки подумают, какие флаги они поднимают. Ни для кого не секрет, что бело-червоно-белый — это флаг коллаборационистов, приспешников фашистов. Червоний стяг – это флаг, под яким був терор НКВД у 20-30-ті годы. Что ж, тоді вам червоним стягом не користатися? Советский Союз, понимаете, коммунисты страну приняли в развалинах, в глубоком экономическом политическом кризисе, в лаптях полуграмотную Россию, а запустили через 30 лет первого космонавта в космос. И тут еще очень много можно поспорить. Але гэта не робить террор меньше страшным. Поэтому обращаюсь к людям, что, пожалуйста, давайте мы сядем за мирный стол переговоров. Формулируйте свои требования, если они у вас есть, цивилизованным путем. Ведь никто не отменял средства массовой информации. Никто не отменял печатное слово, стихи, поэзию, культуру, искусство. Но зачем устраивать уличные беспорядки? Ведь сегодня на выходные по Минску невозможно пройти, ты не чувствуешь себя в безопасности. Более того, ведь те люди, которые с этой символикой ходят, они же крайне радикально настроены. Тот, кто ходит не с ними, они его воспринимают как против. Понимаете что? Ведаете, як мене тут усприймали. Не знаю, но, по-моему, Скажу очень вам, мирно беседовали. мы с вами меня. так, але скажу вам, часом один крок заставался уже до того, как меня не почали бить. В любом случае, Вельми великая агрессия. В любом случае, сегодня общество... А у неділю ви були на вулицях Мінська? Ні одного затриманого, мені здається, не було. Абсолютно мирне шествие, ні одного конфлікту. В воскресенье я на улицах Минска не был, но 100 тысяч человек вышло, и ни одной проблемы с правоохранителями, с солдатами. Предложить все-таки, давайте цивилизованно решать те проблемы, которые есть. Всегда можно договориться. Давайте будем договариваться. Я думаю, я надеюсь, что большинство людей, которые сейчас с красно-белой символикой ходят, они действительно за страну. Их никто не купил, им никто не дал денег для того, чтобы они пошли на улицу. Они действительно болеют за нашу республику, за родную Беларусь. Поэтому давайте договариваться, но цивилизованным образом, цивилизованным путем, и уважать, и любить, и оберегать друг друга. Я сподіваюся, що перемови, про які ви кажете, сапраўды пачнуцца і адбудуцца. Ад сябе хочу заўважыць, што з другім прадстаўніком камуністычнай партыі я размаўляю падчас афіцыйных мерапрыемстваў за Александра Лукашенко, і гэта даволі толковая пазіцыя, узважаная і добрая размова. Аб'ектыўна могу сказаць. Дзякую вам за позицию. Я тоже благодарю, надеюсь, что никакой цензуре мои слова подвергаться это живый эфир, живый эфир Еврорадио. Все, як прогучало, так и застанется. Спасибо. Дякую вам. До побачення. Ну что ж, сябры, привітання, нехто подошел. Мы в живом эфире Еврорадио. Ой. Можно я буду на русском языке? Можно. Я вам хочу дать конфетки за вредность. Можете как раз под ваше кофе. Я не знаю, как вы это выдержали. Люди подкармливают журналистов цукерками. Ну, ведаете, я коли йшов сюди, я ведал. Нет, я знаю, что вы журналисты, вы знаете наш... Да, насамрэч мы будем зараз уже скончать наш эфир, тому что скончился митинг, и у нашей присутности тут не засталося великого сенсу, да. Я повторю, что я ведал, куда я йшов, але мне было вельми цікаво послухать гэтых людей, вот поглядеть знаете, на их. Я именно по этой причине здесь. Я немножко на другой стороне, по другой бок, скажу честно. Як сказал тут нехто, по інший бок вулицы. Да, по інший бок вулицы. Я на стороне, как нас называют, отморозков, проституток, безработных, тунеядцев. Вот, и вы нас знаете, тут так само называли, да, прикладно я, такими честно словами. говоря, не представляю, как вас тут не побили. Мы просто... Амаль, было близко. Мы сейчас с мужем ехали, я говорю, господи, мы пока доедем, он уже побитый будет. Вот, я просто для того, чтобы быть объективной, смотрела митинг, который был на площади Независимости, самый первый, вот, на который приезжал Лукашенко. Вот, потому что... неделю, позаминулую неделю. Да. Вот 16-го где-то неделю назад, потому что, честно говоря, хочется быть объективной. То есть я
как бы мы всей семьей ходили на марши вот, в воскресенье, в прошлое воскресенье. Я вижу, какие люди выходят туда. Вот, и мне было очень интересно. О, вот как раз мои подтянулись. Привитание. И было очень интересно, на самом деле, прийти сюда. Просто когда увидели трансляцию, посмотреть, кто собирается здесь. Потому что, ну, я тоже понимаю, что это такие же жители Беларуси. Вот. И вы знаете, если раньше было ощущение, что это конфликт отцов и детей, то, ну, как вот молодого поколения и старого, то сейчас у меня ощущение, что это конфликт бабушек и внуков. Потому что на вот марше, сейчас на площади Независимости собирались люди, там выходят молодые люди, вот, ну, наши, мы как бы мы не молодые, мы уже вот под 40, скажем так. Мы прикладно одного с вами. Да, примерно одного возраста, и туда выходят люди, которые смотрят в будущее. И мы, честно говоря, ну, не столько даже за себя выходим, сколько за своих детей. И я хочу, чтобы, ну, дети жили в хорошей стране, где соблюдается закон, где закон работает. Потому что, ну, жить в стране, где закон работает только в одну сторону, честно говоря, очень страшно. Ведаеце, што самае дзіўнае, што я зразумеў, калі я хожу на гэтыя мітынгі. Справа ў тым, што тут і там на мітынгах у падтрымку Святланы Ціхановскай людзі збольшага выступаюць за адно і тое ж. Тут кажуць, мы за Беларусь, за стабільнасць, за тое, каб працавалі заводы, за тое, каб было... И мы за стабильность. Я то же самое, я хочу жить в мирной, свободной, спокойной стране. То же самое, как говорят, дабы не было войны. И вот, вы знаете, я, честно говоря, очень довольна, что мы сюда успели хотя бы под конец посмотреть, что вообще из себя вот это вот все представляет. И, честно говоря, меня очень сильно напугали вот эти флаги нода. Это, честно говоря, флаги Российской Федерации, потому что россияне нам братья, россияне нам соседи. Но, простите, с соседом надо жить, не ругаться, но это не значит, что сосед должен прийти в вашу квартиру и забрать у вас все, что у вас есть. Тем более дико видеть здесь вот это вот Russia Today. И я просто вот понимаю, что вот эти вот нодовские российские флаги, вот эта вот дикая, жуткая пропаганда, которая последнюю неделю льется, вот это Russia Today и прочее, они за месяц расшатают наше общество больше, чем все эти мирные шествия и все остальное. Уже на гэтым мітынгу, прабачце, было вельмі шмат агрэсіі. Як у дачыненні да нашай здымачнай групы, так, у прынцыпе, ну і вось гэтай імправізаванай сцэны. Людям казалі, што ёсць здраднікі, што гэтыя здраднікі мусяць з'ехаць з Беларусі, да? Вось, ну, і гэта ўсё сапраўды працуе на мы і яны, на нейкі раскол. Мы не нацисты, и я не понимаю, для чего искусственно раскалывают наше общество. Его действительно искусственно раскалывают. Это, ну, его действительно пытаются искусственно расколоть. Вельмі шкада. Это ужасно, на самом деле. Улічваючы асабліва тое, што ў прынцыпе ўсе беларусы, і тыя, хто збіраюцца тут, і тыя, хто збіраюцца на іншай плошчы зараз, хочуць аднаго і таго ж. У нас тоже у нас в семье, у нас кто-то голосовал за Лукашенко, у меня мама голосовала за Лукашенко, но это же не значит, что там, ну, мне что, с родственниками ругаться или еще что-то. Все нормальные люди. Поэтому я надеюсь, что, честно говоря, как-то придет здравый смысл все-таки и к нашему руководству, потому что вот эту вот всю российскую пропаганду, ее просто надо выгонять. Потому что, я говорю, они ушатают за месяц больше, чем... Ну, тут мяне здзіўляе хутчэй, як хутка мы назад пасябравалі з Расіяй, з якой некалькі тыдняў таму быццам бы прыехалі 200 баевікоў, да? Нам распавядалі, як 200 баевікоў расійскіх рыхтуюць тут пераварот дзяржаўны, а праз нейкі час все стало по-іншаму. Да. Знаете, я думаю, на нас нападают не иностранные агенты, не страны НАТО,
а войнушка и нападения идут... Мне здаецца просто, што гэта ўсё прапаганда. Яшчэ ў Джорджа Орвела адна краіна, адзін вось гэты мацерык ваяваў з іншым увесь час. І сэнс існавання быў у тым, каб супрацьстаяць нейкаму агульнаму ворагу. Да, там пры канцы кнігі все было выпраўлена міністэрствам праўды, і ён ваяваў уже з абсалютна іншай краінай, з іншым мацерыком, але тым не менш, сутнасць орвеловской штуки «Война – это мир». Я последние 2 недели, я просто вот вспоминаю все эти книжки, и я думаю, боже, где мы живем? Или это Оруэлл, или это Кафка, или это какой-то Толкин, который вот где просто вот орки воюют с силами света, но я сюда приехала, я поняла, что это не орки, это просто зомбированная пропаганда и бабушки, и дедушки, это наши бабушки и дедушки. И, честно, мне их просто жалко, потому что когда все-таки есть разные источники информации... Нет, ну... Дядулю крыху. Это мы только сустракаем вас. Павоўпрацы. Давайте поразмаўляем. Я просто... Дякую вам вялікі, што прыйшлі і падтрымалі нас. Еўрарадыо, мы ў жывым эфіры. Не. Ну, але пагадзіцеся, тут збольшага ўсё ж таки сабраліся людзі сталага веку. Вось мы тут правялі... Сярэдняга века. Людзі опытныя. Мы тут правялі даволі доўга, прыкладна 1,5 гадзіны. Опыт у гэтым жыцці. Ось, а не тыя піпеткі, пардон за сленг, ось, якія стаяць паўздоль дарог, ось, якім там гадоў па 15-20. Мне здаецца, вельмі крута сказала наша мінулая суразмоўца. Людзі дасведчаныя, як вы сказалі, вопытныя, яны выходзяць на такія мітынгі за сваю Беларусь, за тую Беларусь, у якой яны прызвычаіліся жыць. Не прызвычаіліся. Прызвычаіліся за 26 гадоў. За гэтыя годы вырабілась такая Беларусь, она выстраивалась по крыху, по кропельцы выстраивалась эта Беларусь, бацькам выстраивалась и с нами разом выстраивалась эта Беларусь. Они тыя дзяўчулькі, якія выходзяць і не бачылі вообще ніякага жыцця. На вашу думку, ці не час рухацца далі? Купленымі на чужыя грошы. Чаму ж на чужыя? Таму што яны не маюць сваіх грошаў у прынцыпе, гэтыя дзяўчулькі 18 гадоў. Чаму вы адмаўляеце 18гадоваму чалавеку у магчымасці мець грошы? Ну не 18, там стаяць і гаразд меншага ўзросту. Меншага і большага я, ў прынцыпе, не стаў бы казаць за ўсіх. Слухайте, ну все ж таки задам вам гэтае пытанне. Насамрэч мы уже, я думаю, згорнемся цягам 5 хвілінаў, таму што з плошчы перад камароўскім рынкам амаль усе разышліся. І гэта зразумела, таму што мітынг скончыўся. Так, скажыце, ці не час, на вашу думку, Беларусі все ж таки рухацца далей? Можа, Александр Лукашенко ўжо даў Беларусі... Не, далей, наперад. Можа, Александр Лукашенко... Ваши прапановы, что значит наперад? Наперад конкретно, что вы маете на увазе наперад? До больших заробкаў, до того, каб люди, были больш прадпрымальнымі, каб люди не чакалі заробкаў пенсій ад дзяржавы, каб дзяржава перастала падтрымліваць дзяржаўныя прадпрыемствы, падтрымліваць на іх штаны, каб яны нарэшце пачалі працаваць самі і зарабляць самі. Прабачце, не дагаварыў. Пры чым тут Украіна? Слухайце, пры чым тут Украіна? Каб нарэшце ў Беларусі пачаў скарачацца дзяржаўны долг, які толькі назапашваецца. Вось туды. Одинаковая абсолютно риторика, что там, что на Майдане. Не ведаю, сябры. Я казаў зараз не про Майдан, не про Украину. Мяне запыталіся про будучыню Беларусі, я казаў про будучыню Беларусі. Якім чынам двигаться наперед? Откажите, калі ласка, способы, методы. Мой способ. Давайте так. Беларусы змяняюцца у бок таго, што кожны пачынае адчуваць больш адказнасці за самога сябе. У беларусах развіваецца прадпрымальніцкая ініцыятыва. Яны пачынаюць не чакаць, калі дзяржава ім дасць заробкі, пенсіі і гэтак далей, а пачынаюць зарабляць самі. У нас робяцца... Яны зарабляюць самі. Ведаеце, якія аб'ёмы дзяржаўнай падтрымкі ў Беларусі? Трыльён рублёў. Трыльён наших з вами падаткаў дзяржава перакладае. Куды ж дзяваць гэныя... Куды ж дзяваць трыльён рублёў? Куды ж дзяваць прыбуткі, якія мае государства з розных істочнікаў? Можна было б заробкі павысіць, пенсіі павысіць.
Ні, ну заробки повисять. Треба розікрасти, як на Україні, попілити бюджет. Сабры, зноў я чую гэта як на Украіне. Ну чаму як на Украіне? Давайте вы не будете паўтараць увесь час гэта як на Украіне. Давайте жыць як у Беларусі, сабры. Галоўнае, што менавіта так і будзе. Извините, пожалуйста, Украина – это одно. Там своя идея, там своя политика, там своя... Там люди іншыя, не такія, як у Беларусі. Люди іншыя, я украінец, якія люди іншыя. Там не я то, з вами что... размаўляю на беларускай мове. Гэта выдатна, дарэчы, дзякую вам за Вы гэта. даже не знаете, что я украинец. Ну адкуль жа я магу ведаць? Ведаеце, Вот у вас цяжа сушная. я не магу зразумець па тым, як чалавек апрануты і размаўляе. Канешне. Люди іншыя. І немагчыма. Конечно. Але мы зараз скончым найхутчэй гэты стрым. Я думаю, што мы апошняму чалавеку, які да нас падышоў, дадзім выказацца. Калі у вас яшчэ ёсць што сказаць, добра? Да, смотрите, ребят, смотрите, Складана подобрать думки. Точка зрения Александра Григорьевича, да, это вполне логично, вполне последовательно, но не определимо. То есть, я объясню. То есть, человек передо мной выступал, да, со своей точки зрения. Я добре, то есть, видно было нескладанная белорусская мова. То есть, минимальное значение белорусского языка. На жаль, дрэнна я разумею, што вы мне хочаце сказаць. Прабачце, можа это таму, што ўжо зараз позна. Можа таму, што ну нешта не так, але ўсё ж таки будзем мы завяршаць наш сённяшні стрым. Я думаю, давайте развернемся зараз вось туды да камароўскага рынка, дзе сёння ох, мы з вами паразмаўляем пасля, мы ўжо паразмаўлялі на адным з мінулых стрымаў. Сабры, мы стрымілі на Еўрарадыё з мітынга ў падтрымку Александра Лукашэнкі, які адбываўся тут побач з камароўскім рынкам. Было, я думаю, не менш за 2000 чалавек, калі людзі склалі парасоны. Атрымалася разгледзець, што іх даволі шмат. Як звычайна прысутнічалі тут сцягі. Дарэчы, вунь яны дагэтуль зараз стаяць людзі з нодаўскімі сцягамі, з чорна, дакладней попельна-аранжавымі сцягамі ў колерах георгіўскіх стужак. Зараз людзі разышліся, мітынг скончыўся блізу 15 хвілінаў таму. І мы таксама пойдзем, калі хто-небудзь яшчэ глядзіць нас, калі мы не ўсім надакучылі зараз, калі ласка, і калі вы яшчэ не падпісаны на наш YouTube канал, націсніце падпісацца, націсніце званочак, у нас ёсць іншыя сацыяльныя сеткі. Будьце з намі, каб не прапусціць нічога важнага. Павел Свярдлоў працаваў на плошчы перад камароўскім рынкам, Артём Майораў трымаў камеру, быў нашым аператарам сёння. Дзякуй вам вялікі за ўвагу, да пабачэння.